У нас вечер, друзья. Всем привет. Маша уже занимается своими заготовками. Вот нарезала кабачков. Дальше там вот перец сладкий, лук, помидоры. И что же вы, Маша, хотите делать сегодня? Какую заготовку на зиму? Из кабачков алканбенс. Деревенский алканбенс. Вот. Ну, скажи вкратце немножко, какие там, ну, что там. Или уже сказали, огурцы, огурцы говорю. Ну, кабачки беру 2 килограмма кабачков, 10 помидоров, 10 лука, 10 перцев. Так, соус по-краснодарски, масло растительный стакан, сахарный песок, тоже граненый стакан. Соус это томатный, да? Томатный соус, так ведь? По-краснодарски. Ну, Да. но томатный В же. общем, из этих ингредиентов буду делать салат. Ну и еще дополню, вон, сейчас обработка идет паром наших баночек и крышек. И за это время Маша будет делать нарезку там еще дополнительно. И Ну, уже нужно все резать. резать и сразу там надо в кастрюлю, да? Да. Ну, примерно Краснодарский соус, масло растительное. пропорции вот Сахарный такие, как уже песок. Маша говорила. Да, это все вскипятим и потом потихоньку будем класть. А я потихоньку буду снимать и комментировать. Я сегодня учился такое место, наблюдательный пункт такой у меня. Правда, до вот плитки далековато. Другое место устроился. Да. Обычно я снимаю напротив окна. Сегодня сбоку устроился. Даже мне очень нравится такой наблюдательный пункт. Ну ладно, все. Кадры мне тяжело показаться теперь. Так. Ну, Маша приступает к нарезке. Вот такого примерно размера кубики получаются. На сковородке там шкварчит этот, он, Банка. ну, как это, Стерилизация. отпарыватель, вот такая крышка на кастрюле и банка дезинфектируется, или как правильно, я не знаю. Стерилизуется, во. Маша, я правильно сказал слово. Я все время пытаюсь. Ну ладно, Маша продолжает резать кабачки. Это однообразный процесс, уже снимать не буду. А между тем там у нас ставит, не успел выключиться. Маша налила в кастрюлю масло, стаканчик, сахарный песок и соус по-краснодарски. Сколько там примерно его? Почти полную банку, да? Ну да, полную. Где-то 0, сколько там? 450 грамм, 460 грамм здесь идет. Вот такая кастрюля, где-то литров на... Сколько это кастрюля-то? Литров на 6, 7, 6. Литров 5, 6. Не, 5 больше. 6, наверное, где-то. 6 это точно есть. Вот там еще это будем делать, вот этот Uncle Ben's. Ну вот. Это поставили на огонь. И пусть пока оно Закипит. закипит, я буду резать. Дальше. Да. Резать дальше. Приготовление Uncle Ben's, и я, как обычно, как в старые добрые времена, как прошлый год, сижу у Марии, рядом с Марией, вернее, на кухне, и снимаю, и мне самому приятно, как вот, например, моя хозяйка возится там продуктами, очень приятно смотреть. Почему-то вот мне так, я люблю, когда она вообще готовит, я смотрю на нее, любуюсь, так сказать. Вот. Ну ладно, включусь уже, когда потом она нарежет там кабачки. Как бы я разговаривал с вами, надо тоже это, а то потом видео затянется, очень длинное получится, друзья. Ну вот, кабачки готово, целый таз такой получился. Да. Так, у меня кипит. Вот я это все туда
вылью. Так, кабачки отправили в кастрюлю, где уже предварительно было растительное масло стакан, стакан сахарного песка, еще что там, Маша, было? И соус. И соус, да, по-краснодарски томатный был. Так, и это пусть кипит 10 минут. И вот в этой кастрюле где-то, Маша сказала, минут 10 нужно томиться, да ведь? Ну да. На слабом огне. Просто Маша это говорит, но она в другую сторону смотрит, да, может звук неплохой, я повторю. Так. Время минут 10. Дальше, ну пусть 10 там, все равно, Чуть. может больше будет. Так, Между а сейчас тем- пока я начну лук через Блендер. блендер, потому что лук очень такой Плакучий. жгучий, плакучий. Я лучше блендером. Ну давай, блендер шумит, я уже не буду снимать. И так что А блендером не мелкий слишком будет? пусть, Пусть мелкий, чем да? мельче, тем лучше. Ну, вот. Сначала на кубики такие. Опять же режет Маша. А покажу еще банки, все уже готовые, простерилизованные. Отдыхают, жду готовности, чтобы закрыть. Ну и блендер так слегка жунг-жунг сделает, да? У нас слов не хватает, словарного запаса, и мы жун-жун говорим по ком. Ну за секунду прям, да? Удобно, Маша? Очень. Ни тебе слез, ни тебе... Вот именно. Да? Очень удобно, да. Видишь, как хорошо. Хорошо. Чё... Я думал, что так мало лука, а оказывается, вон еще целая тарелка. Ну все, вот такой процесс разделки лука без слез. Маша, да? Да. Без слез. Какое количество примерно лука получилось? Ну, тоже вот такая мисочка. Где-то луковый сколько мы сказали? 9 штук. 9, 10, 9, да? 9 штук я положила. 10. Ну, такие средние, ну, сами видели вы, какие были луковицы примерно. Ну, не средний круг. И, ну, блендером очень быстро, даже 10 минут не прошло, пока рано. Все равно глаза слезятся. Но без слез, конечно, не обошлось. Уберу. Маша плачет. Маша плачет. Вот. Как тебе, Маша, плакать? Не очень-то. Да не слышно тебе. От лука не очень-то. От лука очень хорошо. Это приятные слезы. Неприятные. Жжет глаза, это неприятно. Так, это уберем. Ну вот, а сейчас кладем лук сюда. 10 минут прошло, так ведь? Да. Лук отправляется к кабачкам в кастрюлю. А потом сколько примерно? Ну, тоже 10 минут. Тоже минут 10 держать в кастрюле. И сейчас будем резать перец. Перец готов, друзья. Перец тоже нарезан вот такими кусочками. И опять же это уже время нет добавлять в кастрюлю. Или рано еще? 10 минут уже, наверное, прошло. 10 минут.
Я вот сюда смотрю, к сожалению, не могу там в кастрюлю заглянуть, что там внутри творится. А мне интересно, Маша, что там внутри кастрюли творится? Так, все. Это сюда я. Перец пошел. Перец сколько было перцев? Сколько штук? 10 штук перца. 10 штук перца сладкого. Я смотрю, кастрюля наполняется, Мария Олеговна. Да, и тебе будет потом уже видно. Да. Да. Ну вот. Еще помидоры сюда будут идти сейчас сюда, да ведь? Да, сейчас будем резать помидоры. Помидоры Маша режет примерно вот так. Сначала такая, ну, очень мелко. Очень-очень мелко. Тоже так. 2 килограмма помидор, если я не ошибаюсь. 10 штук. 10 штук? Да? Да. Нет, ты сказала на кабачки 2 килограмма Кабачка. кабачков и 2 килограмма помидор. 10 помидоров, 10 лука, 10 перцев. С интонацией учительницы Маша мне сказала, ну, сказала, что, ну, слышали, что она сказала. Я аж испугался. Эта учительница меня в первом классе так тоже говорила. Таким тоном. Так что все 10. Все по 10. Пока режутся помидоры, у нас в кастрюле, так сказать, доходит основное там все. Вот. Все это на медленном огне томится. Он как выглядит суперски. Закуска хорошая, это вообще суперская получается. Так сказать, холодная закуска. Ну и, собственно говоря, помидоры вон готовые. И время подошло тоже, минут 10-то уже прошло. И Маша добавляет в кастрюлю наши помидоры, наши томаты. И если я не ошибаюсь, это все должно протушиться 20 минут примерно, да? Да, минут 20. 20 минут, конечно, уже снимать не буду. И разговаривать тоже, это уже слишком, уже потом включусь. Когда будем добавлять там, через 20 минут будем солить и добавлять уксус. Я правильно, Маша, излагаю мысли? Да, правильно. Я примерно заранее узнал планы Маши, ну, вернее, рецепт Машин. И все-таки в курсе, чтобы рассказывать. А вот в этих заготовках я совсем не бум-бум, не понимаю. Мне Маша приготовит, я съем с удовольствием. Ну и как обычно, открываем банку, Маша кушает, через 2 часа я ем. Да, хитрый, Это очень хитро умный. я не обманываю, я вот честно говорю. Маша не даст солгать, что я ем через 2 часа. Что грибы ем через 2 часа после жарки, что консервы. Кто-нибудь покушает, я через 2 часа, да? Вот. Не знаю почему. А потом зато потом ем с таким удовольствием. Да. А когда я сразу не хочется, даже аппетита нету почему-то, не знаю. Ну все, ждем 20 минут. И еще там уксус, соль. И потом баночек пойдут. Как быть? Все. А я пошла умку кормить. Выключаемся. Рекламная пауза, да. Маша идет кормить умку. Привет там передай от меня, от всех нас. Ее здесь очень любят на нашем канале. Маша уже солит нашу заготовку, солит Uncle Ben's. Я так заметил ложку, да? Столовую ложку соли. Уксус еще нет, не положили еще уксус. Добавляю уксус. Уксуса где-то чайную ложку, Маша сказала. Но можно и
столовую ложку. Просто Я вот чайную ложку. не добавила. очень, ну, не очень любим мы, чтобы сильно маринованное там получалось. Уксус он кислый, а наши желудки не удерживают эту кислоту. Так, 3 минуты. И потом 3 минуты Банка. время пошло. и И будем десантировать нашу вкусняшку вот сюда, вот в эти баночки. Да? Время Ч наступило. Наша закуска уже, ну, считайте, да, полная почти кастрюля там. Примерно такой у нас Uncle Ben's. Деревенский Uncle Ben's. Теперь кладем в баночки нашу закуску зимнюю. Или как называть по-другому. Наверное, надо, Маша, перчатки или что-то, она же горячая банка-то. Пока нет. Все стерильно, как в аптеке. Банка где-то, наверное, грамм 700 у нас. И должно где-то банок с чем-то должно получиться, наверное. Ну и вот такой процесс. Такой процесс Uncle Ben's называется. Да, Маша? Рифма хорошая получилась. Вот еще такие 2 пиалы получились. В свежем виде тоже очень вкусно. Не только там, что после когда-нибудь в консервах. А вот я люблю, когда вот, например, делали консервы и немножко, ну как вот сейчас в нашем случае не влезло и осталось. И вот оно остынет и ух, вкусно будет. Вот такие баночки у нас. Классные. Классная закуска. Она горячая, я не могу попробовать. Ты скажи, как соль, как это, если что. Нормально все, да? Все вкусно. С пюрешкой, с картошкой. Рецепт, ну, так сказать, составляющего этого Uncle Ben's оставлю под видео, в описании видео. Вот так. Вот такая вкусняшка, да. Вот такой состав примерно вот этого Uncle Ben's. Домашнего Uncle Ben's деревенского. Вот такой. Немножко опять пополнился наш подвальчик, так сказать, Всем до свидания. До новых встреч. на нашем канале. Я за кадром, но говорю вам пока. Всем пока. Всем пока.